В день начала Великой Отечественной войны Владикавказ поддержал всероссийскую акцию «Помним». На площади Победы прошло возложение цветов к монументу славы. С номерами на военную тематику выступили певцы, артисты республики, а также жители города. Эта акция проводится не только у нас в объекте, она проводится по всей России, не только в России, но и в Украине. Это наша дань тем людям, которые ушли, те люди, которые еще остались. Это ветераны, участники Великой Отечественной войны. Вкладчики Дигбанка пытаются забрать свои деньги. Новость об отзыве лицензии вызвала беспокойство у клиентов. С самого утра на лестницах банка собралось много взволнованных граждан. Каждый пришел сюда с единственной целью – узнать, что будет с вложениями. Однако двери банка закрыты, некогда учтивые и вежливые работники теперь грубо отказываются от комментариев. По сообщению Центробанка России, основными причинами отзыва лицензии стали недостоверная отчетность и высокорискованная кредитная политика. Я знаю всех таких бабушек, которые несли сюда в надежде получить большие проценты. Здесь проценты были больше, чем везде, да. И вообще банк внушал доверие. В Северо-Остинской государственной медакадемии прошла ярмарка вакансий. В ней приняли участие главные врачи лечебно-профилактических учреждений республики. Они рассказали об имеющихся вакансиях в больницах города и получили возможность пополнить кадровый резерв молодыми специалистами. Сразу после собеседования выпускники участвовали в тренинге по самореализации. Педагоги объяснили, как правильно составлять резюме и разговаривать с потенциальным работодателем. Ярмарка вакансий – это одна из площадок, которая помогает молодым специалистам сделать правильный выбор и научиться ориентироваться на современном рынке труда. Дело в том, что сейчас, ярмарка проходит именно выпускников, молодых специалистов, которые прошли обучение либо в интернатуре, либо в ординатуре. И из тех молодых специалистов, с которыми нам сегодня удалось пообщаться, мы делаем вывод, что достаточно высокий уровень подготовки. Оперная певица Мага Готти второй раз возглавила жюри международного фестиваля «Русская песня», который состоялся в Турции. Исполнители из разных стран демонстрировали свой талант и умение петь. Подопечная нашей землячки Маги Готти, 10-летняя Анна-Мария Поростаева, заняла в конкурсе второе место. Другая конкурсантка Илона Кисаева завоевала гран-при фестиваля, исполнив песню Аллы Пугачевой «Свеча». В следующем году стать участником фестиваля «Русская песня» сможет любой желающий, предварительно пройдя кастинг у самой Маги Готти. Как показывает практика, подобные фестивали являются отличным стартом в творческой карьере всех начинающих исполнителей. Конечно, меня вдохновляло и, наверное, моих конкурсантов то, что в жюри прозвучали все равно заслуженный артист Северной и Южной Осетии. Это как-то меня особо какой-то вдохновляло очень сильно. Я понимала, что это большая ответственность. Я дала слово перед руководством, перед своим народом, перед родителями своих конкурсантов, что мы должны приехать с победой. Фанаты машин с низкой посадкой собрались во Владикавказе. Любители тюнингованных авто встретились для демонстрации особенностей своих железных коней. В основном это машины отечественного производства разных годов выпуска. Ярые фанаты не останавливаются на низкой посадке. С помощью пневмоподвески они могут поднять и опустить свою машину. Им нравится выделяться на трассе и привлекать внимание, хоть и не всегда положительное. Сотрудники ГИБДД часто подозревают участников в нарушении общественного порядка. Водители постарше смотрят косо и с легким пренебрежением. Но в защиту лоурайдеров можно точно сказать, что они самые тихие водители, ведь скорость передвижения по нашим дорогам у них, как и подвеска, невысокая. Есть система, колхозная, из обычного газового краника, которая позволяет с салона на руле кнопка. Форсаж ставил, нажимаю и пошла. Все сделано на машине. Коробка, ряд, пара, регулятор, давление, топливо, все дорогое, все им.